Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Вся Центральная Азия во власти небывалого снегопада и холодов. Под тяжестью сугробов проваливаются крыши домов и падают вековые деревья. 20-сантиметровый снег выпал даже в Душанбе. В Ливии дрессированная обезьяна спровоцировала сражение с применением танков между двумя племенами. 20 убитых. Тем временем, на фоне ожесточенных боев и новых жертв в Восточном и Западном Алеппо, власти Сирии отвергли план ООН о предоставлении городу автономии. Стали задыхаться. Это был хлор, пахло хлором. На глазах слезы, на плечах флаги, тысячи свечей у мест массовой гибели людей. 3-я годовщина начала Евромайдана в Киеве. По-новому – День достоинства и свободы. Тех, кто верит, что все было не зря, с каждым годом все меньше. Русская деревня, в которой уже 80 лет нет мужчин. Сначала все мужское население отправилось в сталинские лагеря. Тех, кто там выжил, убили на войне. С тех пор женщины в засосе так и живут одни. Это же не только в нашей деревне было, по всему району, повсеместно. Все страны Центральной Азии во власти сильнейшего снегопада. В Алма-Ате выпало практически полметра снега, что для южной столицы Казахстана явление аномальное. Местные власти заявляют, что службы по очистке города работают круглосуточно и ежедневно выкладывают в соцсетях в качестве доказательства фото и видео. Однако жители города жалуются, что улицы чистят только в центре Алма-Аты. На дорогах многочасовые пробки. Но для некоторых алмаатинцев заснеженные дороги превратились в лыжные трассы. В казахстанском интернете появилось видео, где девушка, веревкой зацепившись за автомобиль, едет на лыжах по одной из центральных улиц Алма-Аты. Девушка в полном лыжном обмундировании приветствует прохожих и проезжающие мимо машины. Как отреагировала на это дорожная полиция, не сообщается. А в соседнем Бишкеке из-за обильного снегопада падают деревья и ломаются крыши. В одном из районов города дерево придавило 15-летнего подростка. К счастью, мальчик выжил. Об аварийных ситуациях жители кыргызской столицы могут сообщать по специально открытой горячей линии. Как Бишкек пережил аномальный снегопад? В репортаже Дибек Бегалиевой. Вот что означает оставлять машину под навесом. Снегопад на этих выходных был настолько сильным, что не выдержал навес на одном из крупных авторынков Бишкека. Конструкция обрушилась на десятки машин, в которых на тот момент, к счастью, никого не было. Спустя сутки не выдержала кровля уже на другом участке авторынка. На этот раз пострадали дорогие внедорожники. Этот снегопад, кажется, побил все рекорды по количеству разбитых авто в столице. Из-за обильных осадков на припаркованные машины падали ветки, а иногда и целые деревья. В разных частях города под их стволами остались десятки машин. Опасность до сих пор подстерегает и пешеходов. Прогулки в бишкекских парках сейчас сродни самому экстремальному развлечению. На голову прохожего может упасть ветка, не выдержавшая тяжести снега, ну или целое дерево, под которыми как спички ломаются железные фонари. Ну она же звук выдаст, пока сломается, правильно же? Ну в это время можно будет убежать. Ну, я так думаю. Ради безопасности каждого из нас эти деревья нужно убирать, потому что если они упадут на людей, может случиться непоправимое. В муниципальной службе по уборке города объясняют, поваленными стихией деревьями должна заниматься другая служба. На крышах, на деревьях есть отдельная служба же, где крышка же, там же действительно дом управления, ТСЖ, кондоминиум и районный акимат отвечает. А за счет зеленых назначений сейчас занимается зеленстроем. У Тазалыка, говорит чиновник, сейчас другая проблема, как бы очистить город от снега. Спецтехники на миллионный город всего ничего, 21 снегоуборочная машина и 4 трактора, да и те ломаются чуть ли не каждый день. Чтобы Бишкек во время таких снегопадов совсем не встал, Тазалык работает днем и ночью. На помощь дворникам в центре выходят студенты некоторых вузов и колледжей. Потому что бабушки ходят аккуратно с сумочками, а тут лед, подскользнулась, упала, и как бы мы виноваты, что тут сломались. Холоднее обычного в эти дни во всех регионах республики. Только в одном Бишкеке за минувшие выходные зафиксированы 2 случая смерти от переохлаждения. Такие заморозки, по прогнозам синоптиков, продлятся еще как минимум неделю. Дибек Бегалиева, Акылбек Балтабаев. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.
Зима пришла и в Душанбе. В столице Таджикистана снег идет уже несколько дней. Температура воздуха понизилась до минус 4 градусов, что для обычно еще теплого в это время Душанбе тоже аномально. На дорогах жижа, водители практически на ходу меняют шины на зимние. Деревья, некоторые из которых еще сохранили зеленую листву, покрыты толстым слоем снега. Для жителей таджикской столицы такая погода непривычна и холодна. Сообщается, что ситуация в горных районах страны, в особенности на перевалах, критическая. Несколько последних дней автомобилисты Астаны не смогли заправить свои машины бензином. Почти все автозаправочные станции не работали. Аким казахстанской столицы Асет Исекешев объяснил это резким похолоданием. Он пообещал, что бензин в городе появится в самое ближайшее время и в больших количествах. С началом недели бензин марки АИ-92 действительно, как и обещал глава города, появился, но уже по более высокой цене. Теперь жители столицы ждут подорожания и продуктов питания. А вот как прокомментировал ситуацию казахстанский министр энергетики. Мы не говорим, что цены будут сохраняться на прежнем уровне. Мы живем в рыночных, экономических условиях. Ведется и бизнес на одном крупном рынке нашими компаниями по нефтепродуктам: бензин, дистопливо, авиационное топливо. Импортозависимость составляет 30% бензина, дистопливо 15-20%, авиационное топливо 70%. Мы завозим из России, поэтому российские цены безусловно влияют. Вы должны понимать, что в России за 1 тонну оптовая цена ранее составляла $360 за тонну. Сейчас ожидается, что поднимется до $415 за тонну. Если возить в Астану бензин и реализовывать, он получится по 140 тенге за литр. Но у нас есть отечественный бензин и экспортируемый. Справедливая цена составляет 135-140 тенге. В ноябре месяце цена продержится на уровне 130 тенге за литр бензина марки АИ-92. Теперь к Сирии. Очередные переговоры специального посланника ООН Стаффана де Мистуры с правительством Сирии по ситуации в Алеппо закончились провалом. Мистура, который привез в Дамаск план предоставления автономии восточной части Алеппо, покинул Сирию, не дав никаких комментариев. Предложение ООН заключалось в том, чтобы срочно предоставить полную автономию самопровозглашенным городским советам в подконтрольных суннитским повстанцам районах Алеппо. Однако сирийские власти отвергли этот план, заявив, что он нарушает территориальную целостность страны. Также, по мнению сирийского МИДа, никакого самоуправления в Восточном Алеппо не существует, а боевики используют его жителей как заложников. Тем временем неудавшиеся переговоры проходили на фоне беспрецедентных боев в Восточном Алеппо. По мнению сирийских мониторинговых групп, от обстрелов и авиаударов только за последние сутки там погибло 55 гражданских лиц. Очевидцы утверждают, что вопреки заявлениям российская и сирийская авиация, не переставая, наносят удары по Алеппо. На жилые районы они сбросили бомбы. Дома и больницы попали под удар. Вы видите, горят эти дома и самолеты там в небе. А это съемки спасательных служб повстанцев в одном из пригородов Алеппо. Местные жители утверждают, что на их район сброшены баррельные бомбы, некоторые из которых содержали отравляющее вещество хлорид. Также повстанцы распространяют в соцсетях видео, на котором, как утверждается, 4 погибших от хлорина детей. Однако, как заявляет агентство Рейтер, точного подтверждения газовой атаки пока нет, хотя они и сообщили местные медицинские службы. Это было ночью, все спали. Сначала упала бочка и взорвалась. Мы побежали посмотреть, что случилось, но не смогли идти дальше. Мы стали задыхаться. Это был хлор, пахло хлором. Но мы все равно бросились к детям и помогли тем, кому могли помочь, но многие уже задохнулись. Дети и гражданские лица гибли и в западном, подконтрольном сирийскому правительству секторе Алеппо. Оттуда приходит сообщение, что тяжелая артиллерия повстанцев из Алеппо Восточного нанесла удар по школе в районе Эль-Фуркан, где в это время проходили занятия. Сирийское официальное агентство САНА сообщает, что в школе погибли как минимум 10 человек, 8 из которых – школьники в возрасте до 12 лет. Десятки учеников получили ранения, в том числе и тяжелые. Среди раненых и учителя школы, и родители учеников. Из Ливии приходит сообщение, что дрессированная обезьяна стала причиной конфликта между двумя местными враждующими племенами.
В результате 20 человек погибли и 50 были ранены. В ход шли даже танки, минометы и другое тяжелое оружие. Как сообщает агентство Рейтер, обезьяна, которая принадлежала одному из племен, напала на группу школьниц из другого племени и стащила с головы одну из них платок. В ответ были убиты сама обезьяна и 3 человека из племени, которому она принадлежала. Владельцы обезьяны и родственники убитых решили отомстить. Бои с применением тяжелых вооружений продолжались несколько дней, несмотря на то, что вожди племен пытались остановить кровопролитие. Это не первое столкновение между враждующими племенами. Кстати, к одному из них принадлежал ливийский лидер Муаммар Каддафи. И каждый раз все заканчивалось гибелью людей. Далее в программе. На глазах слезы, на плечах флаги, тысячи свечей у мест массовой гибели людей. 3-я годовщина начала Евромайдана в Киеве. По-новому – День достоинства и свободы. Тех, кто верит, что все было не зря, с каждым годом все меньше. Русская деревня, в которой уже 80 лет нет мужчин. Сначала все мужское население отправилось в сталинские лагеря. Тех, кто там выжил, убили на войне. С тех пор женщины в засосье так и живут одни. Это же не только в нашей деревне было, а по всему району, повсеместно. На Майдане в Киеве опять собрались люди. Но это не акция протеста. На Украине отмечают День достоинства и свободы. Ровно 3 года назад, 21 ноября, здесь начался Евромайдан. Президент Украины пообещал создать мемориал и музей революции на аллее Героев Небесной Сотни. Именно в этом месте от пуль снайперов погибло больше всего активистов. Петр Порошенко не удержался, чтобы не перефразировать Владимира Путина. И российский авторитарный режим, который замочил в сортире демократию в собственной стране, с удовольствием пользуется ее инструментами для достижения собственных целей вне Российской Федерации. И когда в отдельных странах Евросоюза царит евроскептицизм, пусть они у нас учатся, как любить Европу и как бороться за европейские ценности. 21 ноября 2013 года, за несколько дней до подписания соглашения об ассоциации с ЕС, прежняя украинская власть заявила о приостановлении евроинтеграции. Как тогда сообщалось, с целью восстановления утраченных торговых отношений с Россией. На Майдан вышли первые протестующие. Спустя неделю Беркут жестоко подавит студенческий митинг. После этого центр города заполнят сотни тысяч человек. Потом будут палатки, костры, пылающие шины, пожар в Доме профсоюзов, столкновения с силовиками, а в феврале 14-го протестующие станут мишенями для снайперов. Будут жертвы и у Беркута. Тогдашний президент Янукович и его ближайшее окружение сбегут из страны. По Майдану поплывут гробы с телами погибших. За что погибли активисты? Что изменилось на Украине за это время? Мы спросили тех, кто в ноябре 13-го вышел на Майдан. У меня нет никаких сомнений в том, что мы тогда все сделали 100% правильно. Скажу только, если бы я знал, как оно все дальше будет, то действовал бы решительнее и не дал бы всем этим негодяям сбежать безнаказанно. Люди кардинально изменились. Это свободные люди. Их теперь загнать в стойло практически невозможно. Кардинально изменилось поле возможностей. Раньше была огромная дистанция между современной культурой и процессами во власти. Теперь же нас слушают. Поэтому революция достоинства – это прежде всего для интеллигенции, которая должна распространить эту культуру для широкой аудитории. Вот это чувство, которое колебалось от страха до самопожертвования, от героизма до чего-то еще, родило новый человеческий ресурс. Этот градус нужно поддерживать и беречь. Тем временем генеральный прокурор Украины Юрий Луценко накануне вылетел в Гаагу для переговоров по делу Евромайдана. Фотографию генпрокурора выложила в соцсети его пресс-секретарь и подписала. Впереди переговоры в Международном уголовном суде по поводу, цитата, «возможности рассмотрения преступлений против участников революции достоинства». Украинцы пока не дождались, чтобы эта возможность стала реальностью. Нынешняя власть объясняет, что виновные в гибели людей сбежали из страны, а документы силовиков с преступными приказами были уничтожены. И Янукович, и все его высокопоставленные соратники по-прежнему на свободе. 3 года без самых родных и близких. Наш корреспондент в Киеве Юлия Горичева встретилась с теми, для кого выстрелы на Майдане, а потом и на Донбассе, перечеркнули будущее их семей.
Они били с первого дня на Майдане. Смотрите их портреты. Но они пришли, просто стали за Украину. Потому что он считал, что это его долг, его родина. Его возраст 40 лет было. Ему нельзя было просто сказать: не иди туда, не надо. Он взрослый мужик, вы же видите. Если мой сын погиб для Украины, это много очень значит, правильно? А я не считаю, что ты изменилась в хорошую сторону. Вы считаете? В российской деревне Засосье открыли уникальный памятник. Монумент, посвященный так называемым женам врагов народа, назвали Нюрой. Так здесь почтили память тех женщин, которые выстояли в годы репрессий, оставшись в селе без мужчин. Спустя несколько десятилетий в Засосье по-прежнему живут практически только женщины. Репортаж Юрия Баранюка. Общественный транспорт в деревне Засосье даже не сбавляет скорость. Пассажиры на остановку не приходят уже много лет. Из десятка домов жилой только один. Населенный пункт стал вымирать, когда пришла советская власть. Сначала трудолюбивых крестьян раскулачили, а оставшихся судили по политической 58-й статье Сталинского уголовного кодекса. Итак, у всей деревни стало женское лицо. В память о репрессиях потомки установили монумент Нюра. Она – жена врага народа. Одинокая мать с детьми на руках. Вот типичная семья в деревне Засосье после репрессий 1937 года. Мужчин здесь не осталось совсем. Их всех сослали в лагеря или расстреляли. После реабилитации сюда вернулись только 3 человека. Сегодня новую жизнь в Засосье вдохнул Олег Виленреце. Вместе с женой они бросили Петербург и перебрались в эту деревню, расположенную практически на границе с Эстонией. Теперь Олег здесь единственный мужчина впервые за много лет. Он же сельский староста. А ты красавица. Ты моя красавица. Для супруги Олега, Натальи, это родные края. Есть даже документ. Ее прадед, впоследствии репрессированный, купил здесь участок леса в начале прошлого века, 20 гектаров. Здесь пасек очень много было. Очень много пасек было. Если будете в музее, увидите фотографии. Достаточно много. Коров очень много здесь было. Ну вот как бы по фотографиям, 50-60 голов. Тем не менее, большинство людей арестовывали за шпионаж в пользу Англии. Обвинение полностью вымышленное, как потом рассказывал один из авторов роковых донесений. К моему прадедушке приходил человек, который писал на него доносы, просил прощения в свое время, и мой прадедушка его простил, сказал: да, я понимаю, было такое время, не ты бы написал, так другой бы написал. Я думаю, что это просто была такая планомерная работа, когда какие-то специально обученные люди ходили и вот заставляли друг на друга писать, потому что это же не только в нашей деревне было, а по всему району, повсеместно. Имена своих репрессированных родственников Наталья внесла в книгу памяти. Она хранится в деревне Засосье. Сначала Наталья хотела вписывать в фолиант информацию о местных невиновных. Так она назвала эту акцию. Потом стали приезжать уже не только из нашего района, а вот из других регионов, например, город даже Калинин. Тем, кто не может приехать и своей рукой внести имя дорогого человека, Наталья рассылает бланки почтой. Этот листок должны доставить в Республику Коми, а потом вернуть в Засосье. Скоро книга памяти превратится в двухтомник. Хотя на самом деле это должна быть гигантская энциклопедия. По оценкам историков, в СССР ежегодно сотни тысяч получали приговоры по политическим статьям. А эксперты движения «Мемориал» утверждают, что жертв репрессий 12 миллионов человек. Минимум. Мало кому удалось вернуться из лагерей домой, где ждала своя Нюра, жена врага народа. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Ленинградская область. В эти дни знаменитому бою разъезда Дубосекова исполнилось 75 лет. В Алма-Ате прошли мероприятия в память о подвиге 28 героев-панфиловцев. По официальной версии, 28 солдат из дивизии генерала Панфилова остановили колонну фашистских танков и тем самым спасли Москву. Но историки утверждают, что подвиг является мифом, созданным в идеологических целях. Дмитрий Беляков о том, как казахстанцы, несмотря ни на что, продолжают считать панфиловцев героями. Алматинцы отдали дань памяти героям-панфиловцам. В
В честь 75-летней годовщины массового подвига бойцов 316-й стрелковой дивизии прошел торжественный митинг. Ветераны, курсанты военных институтов и школьники возложили цветы к вечному огню и почтили память героев минутой молчания. Панфиловцы проявили массовый героизм во время обороны Москвы. В бою у разъезда Дубосекова 16 ноября 1941 года 28 панфиловцев ценой собственной жизни остановили превосходящие силы противника. В разные времена разные историки неоднократно ставили под сомнение факт совершения подвига. Однако эти попытки всегда встречают жесткую критику. Кто-то жирными пальцами начинает ворошить историю. Это неправильно. Так не должно быть. История живет в народе. Эти подвиг мы знаем. И сейчас это ворошить и подвергать сомнению нельзя. Историю переписывать нельзя. Она написана кровью дедов, прадедов наших. Чуть позже в Алма-Атинском доме армии был презентован документальный фильм «Герои Великой Степи. Панфиловцы в битве за Москву». 316-я стрелковая, позже 8-я гвардейская дивизия имени Панфилова была сформирована в Алма-Ате. Средний возраст бойцов около 30 лет. Фильм уделяет много внимания уникальной методике подготовки Ивана Панфилова. Готовясь именно к танковой войне, генерал обкатывал своих солдат тракторами, взятыми в соседних колхозах. Взятые, трактора, и на полигонах бойцов учили окапываться. После этого их утюжили. И тогда бойцы понимали, что если ты правильно окопался, никакого страха не будет. Фильм готовился 1,5 года. Были изучены документы в десятках казахстанских и российских архивов. Как рассказывает режиссер ленты Андрей Якунин, им удалось получить доступ и к недавно рассекреченному материалу. Моменты, которые, скажем так, показывали не очень в таком с хорошем свете наше советское руководство. Например, приказ Жукова, где написано, что приказ Жукова командиру дивизии Панфилову, где написано, что если ты оставишь позиции, то ты будешь предан военно-полевому трибуналу, расстрелу. Это такой документ есть. После презентации фильм будет показан на республиканских телеканалах. По словам его авторов, в ходе подготовки архивного материала собралось как минимум еще на 5 лет работы. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. В книге рекордов Гиннесса новое достижение. Британец Саймон Берри прыгнул с высоты 73,5 метра, чтобы обмакнуть в чашку с чаем свое любимое песочное печенье. Как выяснилось, после этого он остался жив. Подробности в репортаже Рейтер. Любитель острых ощущений Саймон Берри не ищет легких путей, чтобы обмакнуть печенье в чай. В четверг он на глазах сотен зрителей сделал это, совершив прыжок с тарзанки с рекордной высоты 73,5 метра. Когда резинка достигла полного растяжения, 24-летний экстремал ловко опустил печенье в стоявшую на земле чашку. Прыжок снимали на видео с нескольких ракурсов. Таким образом, ему удалось побить предыдущий рекорд, установленный в 2013 году. Тогда американец Рон Джонс совершил прыжок с пончиком с высоты 60 метров. После завершения испытания Берри сказал: «Самое сложное — сохранять равновесие и хладнокровие, ведь адреналин зашкаливает». Прыжок британца был приурочен ко Всемирному дню рекордов Гиннесса. Традиционно он отмечается в 3-й четверг ноября. В этот день тысячи людей по всему миру делают попытки попасть в очередной выпуск книги рекордов. Впервые его отмечали в 2005 году. Тогда сборник рекордов получил титул самой продаваемой в мире книги, защищенной авторским правом. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.